вы пьяненькие чуть-чуть, веселые, пьяные, да, выпившие все. Они здесь целую цену пили. Второй вариант литературного текста Максима Горького Бассы Железновой «Тимир Бассе» открыл невероятной близостью всю подноготную якутского капитализма. Мы не раз упоминали в своих рецензиях, что как бы ни был далек во времени литературный оригинал, режиссеру Сергею Потапову удается его сделать продуктом современности, современного искусства наших дней. В этот раз он смог заглянуть еще глубже и немного дальше. Что ждет якутскую семью в среде современного капитализма в недалеком будущем? В режиссерском предсказании узнаваемо многое из складывающейся мозаики дней сегодняшних. Вердикт спектакля – разрушение культурного кода народа, основы его социальной матрицы семьи. Оригинальность экспериментальной постановки подчеркнута тем, что одну и ту же роль дочерей семьи Храповых играют сразу две актрисы Московского театра на русском языке и Саха-театра на якутском языке. Нет. И поцелуй. Не расскажу. И не, она тебя поцелует. Нет, не расскажу. Не хочу расстраивать. Молодец. Ах ты моя маленькая. Села на... Ах, блаженная ты нами. Ну, бедная, больная же. Не на кого не похожа. Ах ты моя маленькая. Заходите. Заболослена. Дальше. И сразу с текст. Нет, просто разговариваем. Держи свою сестру. Даже тебе надо пойти и как сделать так. Она же пьяная, поэтому надо ее держать. А то сейчас мама будет ругаться. Чай истерит. Он там? РБКТ Берген плясал, дядя уговаривал Рахилю украсть пенули. Вот даже она же только что сказала, что не будет об этом говорить, и сразу ляпнула. Надо кто-то с оценкой через нее. Через... РБКТ и Берген плясал, а дядя уговаривал Рахилю украсть пенули. Села вот тут. Вот, садись. Вот это, давайте вот такой сделаем переход. Еще раз давайте сделаем. Вот вы сидите здесь на полу, плачете друг другу. Пусть она скажет текст, ты с русским текстом побежала к ней, обняла маму. Ну-ка. Вот. Нет, мы просто разговариваем. Вот супер. Adam parası doyup kalan durup. Давай, Даша, все нормально? Да. Все тогда? Ага. Текст учим, да. А, финал, кстати, да. Давайте, вот она упала. Изабелла Васильевна, можешь туда упасть? Васильевна здесь, да? А можно попросить сумку, с которой приходит реквизит? Да, надо дать ей еще.
Она же немножко, она же в бегах, ну, здесь ее могут поймать, поэтому она немножко такая в напряжении находится. Она подходит к окну, смотрит туда вот. Если бы я приехала в дом, где мой ребенок, я бы прислушивалась, где мой ребенок. Но в том-то дело, что она плохая мама вообще. Она никакая мама. Ну-ка, Рафиль, садись, рассказывай. Как это ты сюда явилась? Из-за границы. Понятно. Пустили? Нет. Я приехала в качестве компаньона из Кусканши. Держи паспортный, значит, да? Смелая ты. Молодчина. Еще красивее стала. С такой красотой. Ну, ладно. Как Эль? Правду скажи. Скрывать правду не мое дело, Ой, вас Борисовна. Ваш сын Эрель безнадежен. Врачи говорят, тут был какой-то на видео момент нашего взаимодействия. Если дадите руку, я могу... сейчас родилось. Как сын Эрель, только не это самое говорит, да? Нет. Скрывать правду не мое дело, вас Борисовна. Ваш сын Эрель безнадежен. Врачи говорят, в месяце 2-3 ему осталось. Она не дыхания, не дыхания. Не дыхания. Вы уже новость получили, вот там. Сгорел Ой, много парманы, капитана Емелина. Коваль живет в деревне, в сосновой роще. Там ему хорошо. Воздух. Далеко это? У него же гланды, здоровьем слабоват. Далеко это? Верст 60, наверное. Изабелла Васильевна, давайте договоримся, просто если вдруг я на вас наступаю, мы возвращаемся к этому тексту, идем дальше, или вдруг вы на меня наступаете, как вы это делаете? Ну, вдруг я на вас наступлю. Актриса театра имени Маяковского, по совместительству педагог в Щепкинском театральном училище, преподавала у ребят я современный танец. И вот сейчас буду иметь честь участвовать в спектакле. Родилась идея, я так предполагаю, потому что я уже как бы была информирована о том, что это будет происходить. Я думаю, что идея родилась в связи с тем, что мы педагоги, выпускающиеся 6-й студии, и вот захотели вот такое объединение, сделать такую коллаборацию якутских артистов и русских артистов из московских театров, педагогов, которые работали на этой студии. Это получается, одну роль сразу две актрисы играют, Да. на русском и якутском, я Да. вот понял из этого кусочка. Да, очень здорово. Это здорово. А вы кого играете? Тутукоу, младшую дочь. А в русском варианте? Это как Людмила. Людмила, Да. хорошо. Я просто, мои коллеги, кто здесь сейчас будут участвовать, они кто-то так или иначе участвовали в этом спектакле в других театрах. А у меня это вообще первый опыт, я не работала никогда в Васе Железновой, и поэтому для меня это такое и двойное впечатление, и такой опыт гипер, что и на вашей сцене, и с якутским языком, и в этой постановке. В общем, у меня, конечно, я полна впечатлений и ожиданий того, как это будет происходить. Спасибо. Я не думаю, что что-то глобально меняется, потому что это такой срочный ввод, времени не так много, и мы, конечно, в основном опираем, ну, по крайней мере, я в основном опираюсь на то, что было застроено, и как бы я туда внедряюсь. Поэтому я думаю, что каких-то поправок особенных нет. Туда бы влиться, потому что это очень интересный разбор. Интересный и по форме очень здорово придумано. Ну, большое спасибо, желаем спектаклю удачи. Это точно.